Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Фонд «Защитники Отечества». Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Машолов. И сразу переходя к нашему разговору, я знаю, что вы уже 2 года, можно сказать, на передовой работаете, оказывая помощь нашим участникам, ветеранам специальной военной операции, за что вам большое спасибо. Иногда все равно возникают вопросы, на которые нужно получить ответы. Готовы? Конечно. И мой первый вопрос. Фонд оказывает помощь участникам СВО и семьям погибших бойцов по различным вопросам в режиме одного окна. Правильно? Правильно. Сотрудники регионального филиала Государственного фонда защитника Отечества и социальные координаторы готовы оказывать бойцам всю необходимую поддержку. Так? Так. Расскажите подробнее о спектре услуг и видах оказываемой помощи. Прошу. Фонд оказывает помощь участникам специальной военной операции. Наш социальный координатор осуществляет в режиме одного окна полный спектр услуг. Например, это социальное обеспечение, это адаптацию жилых помещений, если инвалиду это требуется, это реабилитацию, юридическую помощь, психологическую помощь. Все спектр услуг оказывается в режиме одного окна. Также любой участник СВО или член семьи, он может обратиться к соцкоординатору или в центральный аппарат фонда для получения социальных льгот, любых социальных льгот, потому что если он обращается в фонд или нашему социальному координатору, вот этой бюрократии, так скажем, бумажной, и ходить в каждое подразделение, министерство, вот этого это не нужно. Приходит одно место в режиме одного окна, он получает весь спектр услуг. То есть помощь, какой бы она ни была, ему будет оказана? Конечно. Хорошо. А вот как участник специальной военной операции может подтвердить свой статус, если обратиться в фонд без документов? Вот каким образом фонд удостоверяется в его принадлежности к участию в боевых действиях? Вот такой вопрос. Говоря, проверить человека, был ли он участником или нет, у нас есть межведомственная комиссия. Дополнительно мы сотрудничаем с Минобороны, потому что у нас бесшовная работа с Минобороны, с Росгвардией. Мы можем запросить, есть такая программа «Алушта», забивайте фамилию, имя, отчество человека, и там выясняется. Или дальше он может элементарно просто в госуслугах запросить справку об участии, и там же получить об участии тоже справку. То есть без документов он может прийти к вам в офис? Может, но у него хотя бы должна быть, если не удостоверение и не выписка из приказа, то хотя бы паспорт или СНИЛС, любой документ, который удостоверяет личность его. Но эти документы, допустим, у него есть, но нет подтверждающих документов, что он участник. Вот но он может к вам прийти. Конечно, как я ранее говорил, мы можем запросить Миноборону, Росгвардию, смотря где он служил, оттуда справку об его участии. Все, никаких проблем. Вы восстанавливаете документы, помогаем, звоните по частям Минобороны, где это наша прямая функция. Это ваша функция? Да. И сколько времени на все это нужно, чтобы восстановить документы? Вот примерно. В среднем неделю занимает, смотря какой документ. Ну, за 10 дней он получит свои документы. Если это связано с частями Чеченской Республики, это можно за день сделать. За день? Да. Так. Если зависит от другой субъект, допустим, возьмем там Астрахань, Ставрополь или другой субъект, из-за почтовой пересылки этого документа он занимает чуть больше времени. 10 дней? 10 дней, например, плюс-минус. Это средний? Да. И он получит свои документы? Конечно. Очень хорошо. И часто к вам такие приходят, извините за такой вопрос? К счастью, так скажем, не часто, потому что все наши военнослужащие получают документы по месту службы и приходят уже с документами. Но бывают такие моменты, когда человек, получивший ранение, получил документы, но из-за контузии потерял документы. Вот в таких моментах мы идем навстречу, начинаем восстанавливать, помогать, запрашивать в госпитале любые справки, сотые справки запрашиваем в госпитале, чтобы получить и человеку, чтобы выплата была. Среди которых документы, среди которых и удостоверение участника. Да, например, смотрите, если он был в больнице, получил ранение, ушел в больницу, попал в госпиталь, так скажем, ему они дают сотую справку о ранении. Допустим, без этой справки он не может получить определенную сумму, так смотря какую категорию ему болезни припишут.
допустим, есть там 4... Какая сложность? Да, ранения? 4 разделения. Это 100 тысяч, там, миллион, 3 По миллиона. сложности Да, ранения. по сложности ранения. И 100-я справка должна для предъявления в госпиталь, допустим, на прохождение ВВК. В Чеченской Республике, допустим, он приходит в часть направляет ее на ВВК, и там уже выясняется. На основании этого документа ему могут выдать удостоверение. Удостоверение выдается часть. Это Вот выдача тут удостоверения. более чуть-чуть Я поподробнее. говорю про выплаты Так, именно. а удостоверение давай. Удостоверение, вот Честно. человек был на СВО, вернулся, он приносит с части документ, Так. удостоверяющий его личность, что он действительно был. И военкомат сразу же выдает там в течение, по-моему, даже в день дает, через 2 дня дает. Задержки не бывает. Задержки у них нету. Спасибо. Вот за Комиссар такие- насчет этого очень быстро все организовал и работу быстро делает. Фонд берет на себя персональное сопровождение ветеранов Да. специальной военной Да, операции. да. Совершенно Помогая в верно. оформлении документов, о чем мы говорили, И получению социальное положенных сопровождение выплат, полностью. прохождение медицинской и психологической реабилитации и так далее. А вот в каких случаях доступ к этим жизненно важным услугам может быть ограничен или затруднен? Или такого нет? Такого в данный момент нету, потому что в основном все организации идут навстречу, и подтверждающих документов, вот по моей, так скажем, с начала СО, я вот лично как руководитель фонда не сталкивался, что человек потерял полностью все документы и не мог В восстановить. вашем опыте этого нет. Не было, потому что каждое подразделение, будь это любой госпиталь, они идут навстречу, документы отправляются вовремя, или даже до отправления документов по, так скажем, по почте, они могут выслать скан, чтобы мы уже работу какую-то начали делать. То есть бюрократии Бюрократии как такого нету. Документ давай сюда, Вначале бумагу давай это было такую, нет. трудно, но это сейчас оптимизировали, поставили на рельсы, так скажем, сейчас этого нету. И тут такой один из самых важных вопросов, на мой взгляд, на сегодняшний день. Вы сейчас поймете, почему я так говорю. Является ли регистрация в Фонде защитника Отечества юридической обязанностью или решение о регистрации остается за самим участником СВО? Регистрация остается за самим участником, но наши ветераны должны понять, что если они на учете в фонде, то им открыт весь спектр услуг. Так как, например, любую услугу, когда они предоставляют, мы должны, допустим, ориентироваться на количество ветеранов боевых действий в Чеченской Республике, допустим, на нашем учете. И мы эти справки собираем. Но большинство людей, которые, когда возвращаются, не считают нужным, чтобы прийти и зарегистрироваться, не понимая, что у них возможно получение, сколько еще социальных мер они могут получить. Не знают и отказываются, бывает, не приходят на... Поэтому, допустим, я хочу обратиться Прошу, вот на эту камеру. Участникам боевых действий, демобилизованным, инвалидам, большая просьба стать на учет в Государственном фонде Чеченской Республики. Это позволит вас обеспечить всеми льготами. Это санаторное курортное лечение, это реабилитация, это адаптация жилых помещений. Весь спектр услуг вам будет доступен. Получается, что регистрация открывает доступ к полному спектру услуг. поддержки ветеранов специальной Конечно. военной операции. Но еще, если наш участник, будь он там инвалид или не может прийти, у нас есть выездная группа, мы можем даже отправлять выездную группу по его месту жительства, ставить его на учет. В этом проблем нет. Но они могут позвонить по горячей линии. У нас есть во всех районах социальные координаторы, к которым могут обратиться. Их номер телефона есть. У всех есть группы. В группах у нас нету такого, что участника не было в какой-то группе. Допустим, у нас есть межведомственная комиссия, созданная в республике по поручению главы республики. Возглавляет Ахмад Дудаев. И Ахмад Дудаев решил сделать во всех районах межведомственной комиссии, так скажем, маленькие, и туда включить всех СВОшников. Допустим, это демобилизованные, это без вести пропавших, это отдельные группы, это погибших. И все эти группы работают, допустим, не доходя до, так скажем,
министерств, они на уровне района эти вопросы местах тоже. решают На все местах вопросы. эти решают вопросы, чтобы это было больше эффекта принесло. Моментальное решение. Допустим, глава администрации, в этой группе глава администрации, начальника РОВД, КАДИ районов, бывают спорные вопросы. Конечно, спорных вопросов тоже немало, но эти вопросы решаются на уровне уже в районах. То есть наши участники, еще раз давайте подчеркнем, получают все услуги, приоритетное обслуживание, Да. решение всех вопросов, если он зарегистрирован. Если он Правильно? конечно. И вот пока я вспомнил, скажу еще одно. Прошу. Смотрите, допустим, мы ведем учет детей тоже СВОшников, Так. демобилизованных. И бывают такие случаи, когда вот у нас же приоритет в поступлении в вузы, медицинские учреждения, ну любые образовательные учреждения. И если у нас их нет на учете, то мы не можем их количество выявить. И дается квотированные места, допустим, в любые вузы дополнительные. Ага. И мы не можем, допустим, собрать как, когда уже набор закончился, эти люди обращаются, но мы говорим, если вы были бы на учете, мы же могли бы вам помочь, точнее, мы могли бы... Донести информацию. Да, примерно сказать, вот количество есть, вот в этот вуз, вот этот факультет. И когда мы не знаем количество людей этих, такая проблема получается. Лучше прийти и зарегистрироваться. Прийти зарегистрироваться, и когда им необходима любая помощь, просто по звонку можно. Если человек, все данные внесены, он есть у нас на учете. Вот следующий вопрос мой был об этом. Да, его явка не обязательно. Он звонит, мы можем в телефонном режиме решить вопрос. Не обязательно, чтобы он приходил или решал какие-то вопросы. Может чисто просто позвонить нашему социальному координатору, кто их ведет. И его вопрос будет решен. Это 100%. Это к вопросу, как участнику СВО пройти регистрацию Фонда защитники Отечества. А какие-нибудь документы нужны при регистрации? При регистрации нужен паспорт, СНИЛС. Если мы начали говорить об этом. Да, если человек хочет стать на учет, те документы, которые ему нужны, это СНИЛС, паспорт, это справка об участии и удостоверение. Если удостоверения нету, мы сделаем. Если нет, вы Мы сделаете. сделаем, никаких проблем нет. Про альтернативные способы регистрации вы сказали. А допустим такую ситуацию, но он один, больше никого нет. И прийти к вам никто не может. Он тоже сам не может прийти. Да, мы выездную группу отправим, никаких проблем в этом нет. Просто позвонит да, вам. он должен сообщить. Как вы говорили, Ломайл, смотрите, мы же во всех сетях, будь это Телеграм, контакты, на телевидениях. Да, я вас понимаю, Да, мы об этом должны да, говорить. мы номера телефонов даем, мы говорим, на каких соцсетях нас можно найти. Также в районах работаю с ветеранами боевых действий. Поэтому я не знаю, не думаю, так скажем, что нет ни одного участника СВО, который не знает, что есть фонд, что туда можно обратиться и получить какую-то услугу. Нет таких людей. Но из-за лени или я не знаю, почему люди не приходят. Есть там определенно, у нас, допустим, на текущий момент где-то около 1300 человек на социальном сопровождении полностью. Это именно демобилизованные категории. Плюс члены семьи, если считать, их где-то 6 тысяч примерно людей. Их, такое количество, так скажем. Ну, об этом надо говорить, Да. говорить и говорить. Я думаю, что почаще надо говорить. Хорошо. А существует ли какой-то крайний срок регистрации участников СВО в фонде? Или он может обратиться за регистрацией в любое время, удобное для него? Крайнего срока так такового нету. Он может в любое себе удобное время обратиться, но он должен понимать одну вещь, что чем раньше, тем лучше. Так скажем, он может получить иную, допустим, любую услугу в кратчайшие сроки. Чем будет ходить нам разные министерства, разные ведомства. Так, мне кажется, это Не надо никуда Да, ходить. мне кажется, это удобно. Прийти в одно место, решить свой вопрос, любой вопрос. И на местах он также И на может вопрос, решить. да. Не обязательно приезжать в головной офис. Не обязательно приезжать. У нас же есть в районах наши социальные координаторы. Вот хорошо, что вы сегодня сюда пришли и вот так подробно об этом говорите. А кто и по каким вопросам может обратиться в фонд, кроме участников СВО? Члены семьи могут обратиться, члены семьи погибших могут обратиться, без вести пропавших могут обратиться, члены семьи без вести пропавших могут обратиться. Получение весь спектр, мы там не ограничиваем, не разделяем никого, мы всем помогаем.
так как была такая работа поставлена Владимиром Владимировичем Путиным, никому не отказывать. Даже, смотрите, у нас есть аудитория, имеется в виду демобилизованные и члены семей погибших. И сейчас добавили нам без вести пропавших. Но мы не отказываем, вот мне не дадут соврать, участники боевых действий, которые являются в данный момент действующими, они приходят, и их вопросы решаются. Мы не можем просто их... То есть у вас нет очередей? Очередей нету. Нету очередей. Такого понятия у вас нет? Нету. Человек пришел, участник пришел, его приняли, посмотрели, Ну, взяли сопровождение. у нас, смотрите, обработка от 5 до 10 минут одного человека. Ага. Поэтому мы не задерживаем, так как есть, допустим, смотрите, он приходит по выплатам или каким-то услугам, видно его состояние душевное, что он там очень переживает. Мы можем дополнительно его отправить в кабинет психологической разгрузки. У нас такой кабинет тоже есть. Там же у нас есть представители Минтруда, которые принимают его там по трудоустройству, могут ему предложить ту или иную, допустим, должность или, так скажем, предложить Вот какую... трудоустройство был следующий вопрос. Да. Как тут действительно у нас дела? Куда Трудоус- можете устроить ветерана? Смотрите, трудоустройство нам каждый, так скажем, каждую неделю, так скажем, обновляются списки Вакансий. вакантных мест. Вот на сегодняшний день нам предоставили вакантные места. Вот в республике 65 тысяч рублей зарплаты, это хорошая зарплата. 65 тысяч 65 рублей тысяч. зарплаты, есть вакансии. Это самый минимум 65, до 150 есть открывающие. Действительно, есть такие зарплаты? Да, есть такие зарплаты. Сейчас конкурс открывается на трудоустройство этих ребят. Мы уже начали заниматься по трудоустройству. Допустим, именно по этой линии, так скажем, количество людей нам выдали. Вот требуется столько-то мастеров, сколько-то сварщиков, столько-то, так скажем, охранников, Менеджеров, менеджеров, да, менеджеров. Вот, допустим, у менеджера, вот я недавно смотрел этот список, у менеджера может получать до 150 тысяч зарплат. Это, я считаю, выше российского уровня, так А сказать. есть какие-нибудь вопросы, которые фонд не может решить? Если честно, при поддержке главы мы не сталкивались ни с одной проблемой, потому что любая возникающая проблема, мы проводим МВК, Дудаев Ахмад собирает комиссию, мы там обсуждаем вопросы. И, по крайней мере, мы не сталкивались с нерешенными вопросами. А если у ветерана, участника нет профессии? То можем переобучить его. Минтруд занимается, Центр занятости Министерства труда Чеченской Республики занимается переобучением людей. Есть ли такая возможность? Никаких проблем нет, да. То есть к вам нужно прийти, Да. заявить о своей проблеме какой-либо. Да, это будет трудоустройство, психологическое, так сказать, будет трудоустройство, реабилитация, адаптация жилых помещений. Любой спектр услуг он может прийти, сказать, и мы ему это выполним. И такой вопрос. Где ветераны боевых действий могут пройти реабилитацию и восстановить свои силы? Тут как у нас? Говоря о восстановлении реабилитации, это, так скажем, направление их в реабилитационные центры. Есть 4 реабилитационных центра на сегодняшний день, находящиеся там в Волгограде, в других этих субъектах. Мы туда направляем через СВР. Также денежные средства, которые потрачены на дорогу, они возмещают. Есть места, где можно отдохнуть, восстановить Конечно. силы. Прохождение реабилитации занимает 21 день. 21 день. Да. Мне кажется, за этот срок можно хорошо восстановиться, отдохнуть, привести себя в порядок, так скажем, в психологическом плане, так скажем. Согласен. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. И мой последний вопрос. Смотрите, наши ветераны демонстрируют силу духа и волю к победе. И это не секрет, это не пафос, это факт. Участвуя в спортивных соревнованиях. Я знаю, недавно в Нальчике прошли состязания. Кто представлял нашу республику, каковы успехи наших ветеранов и что это за соревнования были? Прошу. Это Кубок защитников Отечества, он проходил в Нальчике. Это уже 3-й сбор, так скажем, Кубка защитников Отечества. От Чеченской Республики выступало 2 наших бойца, это Салтаев Ильяс и Джабраил Гидаев. Призовое место у нас Джабраил Гидаев по стрельбе. Там разные направления были. Это стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, поднятие гир. Там очень много направлений было.
призерами стали наши бойцы. так Ну, успешное скажем. было выступление наших Успешное спортсменов. было, да. Часто наши спортсмены выезжают на такие соревнования? В каждое полугодие, так скажем, Кубок защитника Раз в Отечества. полгода? Да, раз в полгода. Мы надеемся, что это следующий Кубок защитника Отечества пройдет в Чеченской Республике. И, как всегда, мы это сделаем на высшем уровне, с таким, так скажем, Подготовкой. подготовка — это одно из направлений, но мне кажется, Рамзан Ахматович делает любую вещь там грандиозно, так скажем, как нигде не было. Время, к сожалению, нашего эфира заканчивается. Мне дают понять, что нам пора уходить из эфира. Спасибо, что Пожалуйста. пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в Спасибо. вашей нелегкой, но очень нужной работе. ДРСЛ Кайкана. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Друзья, вы сами все слышали. Регистрацию, пожалуйста, проходите. Надо проходить. Это для вас в первую очередь, дорогие наши участники и ветераны специальной военной операции. И напоследок, друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.